Привет, друзья! Как ваши дела? Уверен, все хорошо. Сегодня я хочу вам заснять видео моей стрельбы. Немножко взял на прокат ружье. Угадайте, какой? Красавец спортинговый. Обкатанный, прокатанный. Ну, слава богу, ничто нигде не дребезжит. Марка, ружье разряжено. Винчестер, если видно, друзья. Винчестер Select Sporting. Легкое ружье. Вот, очень легкое ружье. Сейчас я стрелял из него немножко. Довольно-таки хорошее ружье. Вот, и я хотел сказать, что да, оружие немножко меняю в связи с перемещением локации, изменением локации. Поэтому не всегда есть возможность менять мушку. Здесь она у меня есть. Заводская аж на 2, ребята. Видите, посередине и спереди. Слава богу, что мушка не такая большая, пластиковая какая-то стоит, а такая более-менее уже тюнингованная. По крайней мере, она присутствует, так же, как на моем ружье Золи, в котором я ее оставил в части того, чтобы можно было стрелять, может быть, в сумерках, чтобы можно было вообще хотя бы как-то ориентироваться в план, когда и бывают иногда ночные стрельбы, нужно все-таки хоть как-то маломальски ориентироваться, где твое ружье, если мишени быстрые, секущие, с очень тонкой прямолинейной траекторией. В этом случае можно ее воздействовать. Но здесь я не могу сейчас что-то с этим ружьем сделать, потому что ружье полностью заводское, штатное. Вот. Стреляю я. Ну вот я вижу, что сейчас курок у меня немножко, видите, отведен очень наперед. Мне было бы лучше, если бы я бы забил бы еще под мизинец, вот так вот пространство, чтобы немножко у меня кисть с предплечьем соединилась прямую. И фаланга, чтобы была не вот так вот, ребята, да, как я сейчас держу, а вот так вот. Вот, немножко нужно. Если было бы еще вот так, видите, у меня есть зазор между мизинцем, то это было бы мое. Ну, конечно, капризы можно дальше развивать. Если можно было бы еще рукоятку в сторону, немножко сюда шишечку. Шейка очень тонкая, как-то вот чуть-чуть объема не хватает. Но подстраиваемся, что? Придется подстраиваться, раскорячиваться, как говорится. И длина, конечно, длина вообще, ребята, не моя. Я не знаю, сколько здесь не хватает, поэтому мне придется, ребята, вот, честное слово, я бы стрелял бы вот так вот, не напряженно. Но мне нужно будет, ребята, сейчас делать вот так, вот такую позу. Вы, наверное, посмотрите сейчас, когда я буду стрелять. Да, вот у меня нет возможности что-то сделать с этим ружьем, потому что благодарю за то, что мне вообще их одалживают. Ну, тут как бы на стенде очень много ружей, на самом деле. Но даже иногда без денег, ребята. Вот протягиваю деньги, не берут, но силой приходится отдавать. Поэтому аренда такого ружья в рублях, ребята, может стоить 1000 рублей или 1500 рублей. Вот, это вообще копейки, ребята. Чтобы прийти, поддержать форму, пострелять хотя бы 50-75 патронов. Свое ружье у меня в сейфе лежит. Мне нужно напрягать людей, чтобы они приходили, приезжали. Я его беру перед соревнованиями, ребята. Поэтому, чтобы не нарушать правила законодательства, приезжаем, снимаем видео, стреляем, поддерживаем форму, запах пороха. Стрельба не нарушается в зависимости от того, что у меня разные ружья, потому что у меня нет такой идеи, что может рассыпаться стрельба или техника. Ну что, давайте долбанем, ребята. Из Винчестера Select Sporting. Курок, конечно, регулируемый, выносной. Можно его вперед, назад откидывать, но ключей у меня сейчас нет. Давайте долбанем. Окей. Please. Давайте стрельнем по С. Здесь называют Чарли. Так хорошо слышится, когда кричишь. Чарли! Вот, ребята, мишень у нас полетит справа налево. Справа налево. Это классический чирок. Вот. Я не знаю, наверное, не будет пересекать меня, но я, наверное, восприму ее чуть-чуть пораньше. Посмотрю ее зряче. И, ребята, обратите внимание, здесь 2 курка. Мне придется отстегиваться отсюда. То есть поднимать чуть-чуть на 5 миллимов скулу, чтобы можно было продолжать фиксировать внимание на летящей мишени, так как мы не стреляем сейчас по стоячим мишеням. Это смертельно, потому что нам нужно сейчас рассчитать еще траекторию. В данный момент у меня есть шляпа стрелка, шляпа оператора,
шляпа, я не знаю, там, кого угодно, но мне нужно сейчас концентрироваться, ребята. Чарли! Так, мне нужно будет попасть ее в любом случае, но лучше, конечно, попасть ее в дым, чтобы было вам видно. Вот, поднимается плечо, к сожалению. Опускаем шею. Все. Задача фокусироваться на мишени. Поль! Вот летит. Ух ты, ребята. Представляете? Был промах. По-честному скажу. Ужасно неудобно перед вами, но я не буду это вырезать. Вот. Потому что это таковы реалии. Сейчас мне нужно поправиться. Мишень летела не сильно высоко. И, блин, ребята, честно признаюсь, внимание ушло на стволы, на эти курки. То есть нужно продолжать в настоящее времени смотреть на летящую мишень. И тогда у меня выработается упреждение. Убираем какие-то страхи, волнения. На лайте. Дай! Вот летит. Вот, ребята, сейчас мы ее поразили. И причем попали центром. Стреляю из Элей. Select Classic 24 грамма. Очень хороший патрон. Стабильный. Даже запаха пороха нету. Очень мягкий. Стоит 50 рублей, 60 рублей где-то. Давайте стрелим по угонной. Альфа! Она будет удаляться, наверное, где-то вверх. Моя задача только посмотреть на нее, не смотреть на мушку. Поль! Видали? Хорошо попал. Теперь мы сделаем дуплет. Чарли! Альфа! Через плюс. Стреляем в дуплет. Плюс. Моя задача смотреть только на черков, ребята. Не на ружье. Поль! Рваная мишень, такой бывает. В такие моменты надо, ребята, обнуляться. Спокойствие, только спокойствие. Сердце не стукает, не бьется. Нужно успокаивать. Особенно на соревнованиях, когда много работаешь, устаешь особенно. Вот мой план, ребята. Сейчас я стрелю мишень, выработаю упреждение, подготовлюсь на А, посмотрю только на А и буду потом работать. Все. Максимально должен плавно сделать, без резких рывков. Поль! Вот. Мишени были поражены согласно плану, ребят. Никаких дрожаний, никаких волнений и дисциплина. Выполнить только дисциплину. Ну что, ребята, постреляли вдоволь из этого ружья. Надеюсь, было интересно. До скорой встречи.